Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Прямо сейчас глава республики Айсен Николаев подведет итоги уходящего февраля. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с актуальных тем. В День защитника Отечества наш президент Владимир Путин вручил лично награду «Золотой звезды» Андрею Григорьеву, которого торжественно встретили в аэропорту столицы республики сегодня утром. На днях также стало известно о присвоении высшей награды страны еще одному якутянину Петру Киприянову, который погиб при исполнении воинского долга. Какие, на ваш взгляд, качества помогают нашим военнослужащим самоотверженно воевать, становясь героями России и кавалерами высоких воинских орденов? Конечно, для меня, как и для всех якутян, волнительно и, знаете, очень важно то, что в феврале месяце Андрей Григорьев с позывным «Тута» получил в День защитника Отечества из рук верховного главнокомандующего, президента страны, Золотую звезду Героя. И как раз в эти дни также был подписан указ о присвоении звания Героя России нашему земляку Петру Киприянову, к огромному сожалению, посмертно. Когда мы чествовали Андрея Григорьева в зале республики по возвращении из Москвы, рассказал, что мне звонил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин до награждения еще, и сказал очень теплые слова и о подвиге Андрея, о наших бойцах, и сказал, что с такими мужественными бойцами, как Андрей Григорьев, наша Россия всегда будет побеждать. Это, знаете, такая высшая оценка и Андрея, и, наверное, всех воинов-якутян, которые сегодня отважно сражаются за нашу Родину. Я уверен, что победа будет за нами. Я уверен, что в скором времени наши ребята с победой вернутся домой. Ну а наша главная задача сегодня здесь, в тылу, конечно, делать все, чтобы помочь ребятам быстрее одержать эту победу. И именно это единство фронта, тыла, единство всего нашего многонационального народа, всей нашей страны, всей нашей Якутии позволяет нам, еще раз говорю, верить и утверждать, что победа обязательно будет за нами. Айсен Сергеевич, еще одно знаковое событие февраля – это старт кадровой программы «Якутия. Земля героев» для участников специальной военной операции. Как будет вестись работа, кто уже подал заявки и, самое главное, что получат ее выпускники? Я уже не раз говорил, что программа «Якутия. Земля героев» она стартует в рамках единой программы по всей стране, по всем регионам. Это поручение нашего президента. Конечно, каждый регион делает ее с учетом своей специфики, своих возможностей. Она у нас в Якутии стартовала. Мы ее сделали одной из первых в стране. Получили уже на этапе разработки очень высшую, такую хорошую оценку и в администрации президента России. 21 февраля она стартовала. Когда мне докладывали крайний раз, там уже свыше 200 наших ребят, участников спецоперации, уже подали заявки. Отбором первоначальным будет заниматься Российская академия государственной службы и народного хозяйства. Это по всей стране такое решение принято. Я считаю, что правильно, чтобы была единая методика по отбору кандидатов, которые будут отобраны для участия в этих региональных программах. Ну а затем, конечно же, уже здесь начнутся уже как раз свои региональные особенности. Мы в Якутии будем отбирать 25 человек, которые будут проходить уже очно-заочное обучение в течение года. Также 25 ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции и не смогут пока очно-заочно уже учиться, они будут отобраны в резерв, и они по возвращении будут тоже зачислены и будут обучаться на этой программе. Потому что эта программа не разовая. Мы ее будем постоянно уже совершенствовать, постоянно она у нас будет работать. Ребята, которые будут отобраны, они будут проходить очно-заочное обучение по самым разным модулям: государственное управление, муниципального управления, работать, стажировки будут проходить в том числе в государственных компаниях, лекции и семинары им будут вести не только лучшие преподаватели, но и будут уже практики, в том числе и руководство республики, руководство территориальных органов федеральной власти, руководители крупных компаний,
депутаты. Я всех буду просить самым активным образом участвовать в реализации этой программы. Сам буду тоже в ней принимать активное участие. Я очень близко воспринял слова президента о том, что именно те, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину, они должны в будущем стать теми людьми, кто будут управлять нашими регионами, нашей страной. В этом, на самом деле, залог незыблемости того курса, которым сегодня движется наша страна. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, мы здесь открыты абсолютно. Я призываю всех ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, кто уже отслужил, вернулся сюда, в Якутию, принимать самое активное участие в этой программе. Александр Сергеевич, этот год, 2025, для нашей страны знаковый. Это год 80-летия Великой Победы. Недавно вы своим указом присвоили звание почетного гражданина всем здравствующим участникам Великой Отечественной войны из Якутии. Им также предоставлены и республиканские выплаты в 2 миллиона рублей. Все ли представители поколения уже получили выплаты? Да, я принял такое решение. У нас на самом деле сегодня все 9 ныне живых участников Великой Отечественной войны стали почетными уже гражданами Республики Саха-Якутия. Сейчас такие решения принимают и районы. Вот город Якутск такое решение принял по участникам войны, которые здесь живут, а большинство их здесь живет. Так? Выплаты также будут произведены и ветеранам тыла, блокадникам, узникам концлагерей, детям войны. Все выплаты я дал задание, чтобы они были реализованы до 1 марта. И как мне докладывают, практически все выплаты уже сделаны. Все выплаты сделаны в проактивном режиме, то есть мы не получали никаких ни от кого там заявлений специальных и так далее. Все эти данные у управления соцзащиты есть, и по всем реквизитам деньги отправлены. Я считаю, что это малая толика той благодарности, которую вот ныне живущее мы поколение можем поколению вот как раз победителей, поколению, которое принесло нам эту великую победу, оказать. И уверен, что мы в течение всего года, конечно, будем много делать и для оказания знака внимания нашим ветеранам, ну и, конечно, для увековечения того подвига, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны, освободив мир от фашизма. Безусловно. Александр Сергеевич, накануне Госдума рассмотрела во втором чтении важный законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который предусматривает значительные изменения. Вот как оцениваете этот законопроект? Это, конечно же, важнейший законопроект для местного самоуправления. Он затрагивает самые ее основы. Мы много работали над этим законопроектом. Наши предложения, некоторые, в том числе и в окончательный уже вариант законопроекта, вошли. Его несколько раз откладывали, именно потому что было много предложений от регионов Российской Федерации, которые требовали тщательного изучения, учета всех мнений. И в конечном итоге вот такое решение принято Государственной Думой, и законопроект уже принят во втором чтении, но в третьем чтении он будет принят 5 марта. Можно сказать, что законопроект уже состоялся, в него вошли очень много новых таких, знаете, изменений. В том числе, например, вынесено положение о том, что главы административных центров субъектов Российской Федерации избираются городскими собраниями депутатов по представлению высшего должностного лица региона. Вот. Именно поэтому, например, вот сейчас та инициатива, которая была от Якутской городской думы, по примерно схожему механизму, но там предполагалась все-таки конкурсная процедура. И такой законопроект уже был обсужден Гордумой и попал в Госсобрание. Он на сессии Госсобрания, если вы заметили, не рассматривался именно по той причине, что сегодня формулировка однозначная именно по административным центрам субъектов Российской Федерации уже закреплена в федеральном законодательстве. Конечно, много вызывает вопроса вообще устройства местного самоуправления. Если раньше были разные толкования, говорили о том, что будет одноуровневое или будет только двухуровневое местное самоуправление, то сегодня это право отдано региону. Я считаю, что правильно. Вот внутри нашей республики даже есть тоже разные подходы. Есть районы, которые предлагают полностью быть на системе двухуровневой. Вместе с тем некоторые северные районы, где малое количество населения, малое количество населенных пунктов, сегодня тоже обоснованно говорят, что им было бы проще работать в системе одноуровневой.
так, и тоже приводят свои аргументы. Здесь надо все за и против взвесить, но мой подход, мое мнение личное такое, что с учетом вот наших уже сложившихся традиций, можно уже сказать, с учетом положительного опыта, в целом вот на большей части республики можно сохранить двухуровневую систему местного самоуправления. Она хорошо себя показала. Конечно, много вопросов, много всегда, да, в том числе с точки зрения оптимизации наших расходов. Но здесь надо, вот еще раз говорю, все за и против взвесить и прийти уже к консенсусу. Вот, мы давайте дождемся окончательного уже принятия закона, ведь после принятия Государственной Думы закон должен быть рассмотрен и Советом Федерации, и потом уже подписан президентом. Вот, и, конечно же, рабочая группа по реализации этих положений федерального закона на территории нашей республики обязательно будет мною создана в ближайшее время, как только законопроект будет принят, для того, чтобы уже по достаточно такому, знаете, понятному графику мы уже работали, потому что понятно, что сейчас потребуются уже изменения не только в законы Республики Саха-Якутия, но и вплоть до Конституции Республики Саха-Якутия. Мы должны будем после принятия этого законопроекта в окончательном чтении принимать уже определенные решения. В продолжении темы на сессии депутаты Госсобрания Ултумен также накануне поддержали ваше предложение, которое вы озвучили в ходе послания Госсобранию прошлого года, о том, что с 1 января уже будет расширен размер и выплаты категориям материнского капитала «Семья» республиканского. Теперь они предусмотрены при рождении не только 3-го, но и 4-го, 5-го и последующих детей. Какой порядок новых выплат, как их оформить? Я благодарен депутатам Государственного собрания за то, что они единогласно поддержали мою инициативу, и такой законопроект принят. В ближайшее время я его уже подпишу по поступлению из Государственного собрания ко мне, и закон начнет действовать, и он начнет действовать с 1 января 2025 года. То есть все дети, которые родились в этом году, 4-ми и последующими в своих семьях, на них уже будет действовать, распространяться республиканский капитал «Семья». Ну и с учетом вот, действующего у нас также капитала «Дети столетия», выплаты составят порядка 433 тысяч рублей. Это абсолютно осознанный такой мой выбор, потому что мы должны поддерживать многодетные семьи, мы должны поддерживать те семьи, которые решаются на рождение не только 3-го, но и 4-го, последующих детей. Это на самом деле наша гордость, наше богатство. И несмотря на все трудности, мы эту политику будем и дальше продолжать, направленную на поддержку многодетных семей. А что касается выплат, то здесь очень просто. Это будет идти через управление соцзащиты, и порядок там определен. То же самое, что и по 3-му ребенку. Поэтому здесь никаких вопросов быть не должно. Еще одно знаковое событие февраля также связано с нашим подрастающим поколением. На этой неделе по обращению представителей Общероссийского народного фронта вы провели встречу вместе с педагогическим составом, с родителями по вопросам дальнейшего размещения детской школы искусств №1. Чем обусловлено решение о том, что все-таки оно останется в прежнем здании на Ярославского, 27? Оно обусловлено тем, что при принятии любого решения, конечно, надо советоваться с людьми и слушать людей, и принимать те решения, которые наиболее близки подавляющему большинству населения. И с этой точки зрения, вот та история, которая произошла вокруг возможного переезда школы искусств города Якутска, она как раз показывает, что если на каком-то этапе власти, будь то там республиканские или городские, теряют контакт с людьми, то, конечно, начинаются очень неправильные процессы. На самом деле вопрос этот появился не вчера. Еще в мае 2023 года ко мне было внесено предложение достаточно серьезно вот эту поменять местоположение ряда объектов, в том числе создать центр патриотического воспитания «Патриот» в том месте, где сейчас располагается школа искусств, с переводом школы искусств уже в другое место. Тогда я принципиально поддержал такое решение, было совещание, городские власти все тоже были согласны.
Вот. Было дано поручение подыскать новое место под строительство новой школы искусств в Центральном округе. Сказали, что в ближайшее время все эти будет сделано, будет подготовлен проект, и начнется уже строительство. Ну и буквально в течение там года-двух такой объект новой, современной школы искусств в Центральном округе мог появиться. Но, к сожалению, оказалось, что в течение всего этого времени проблема по земле даже не была решена, не говоря уже о проектно-сметной документации. И вот мы оказались в ситуации, когда единственное предложение, которое от города прозвучало, заключалось в том, что давайте мы закроем автовокзал, вот, его снесем и на его месте построим школу искусств. Так? Ну, понятно, что автовокзал сегодня действует, каждый день им пользуются 2-2,5 тысячи человек, и эти люди тоже должны получать соответствующие услуги, так, и их сказать, что вот вы сейчас будете стоять на улице или там, вот как предлагают, куда-то в северной части, где-то в южной части будут располагаться пункты, где будут автобусы ходить. Может быть, оно по сути своей правильно, но опять же оно не подготовлено совсем. Поэтому, конечно же, мне это решение совсем не устраивает. Более того, ну, у родителей детей, которые посещают школу искусств, есть серьезные доводы по тому, чтобы оставить там, в этом здании. Я встретился и вот с Общероссийским народным фронтом, который обратился ко мне с этой просьбой встретиться и объяснить ситуацию с их стороны, как они ее видят. Ну и вместе с ними и родители были, представители. И вы знаете, ну, как я понял, и ну, по своим каналам ко мне тоже поступает информация, ну, почти более 90% тех, кто посещает эту школу, хотят там остаться именно в этом месте. В первую очередь связано с транспортной доступностью. Вот. Ну, после обсуждения всех, я выслушал все стороны, я принял решение, что мы все-таки поступим немножко по-другому, чем планировалось. Школа искусств останется и школа художественная останутся на Ярославского, в старом здании просвещения, да, как мы его называем. А в Бригантину, где на самом деле вот тоже новое здание появилось, современное, красивое, мы после соответствующего ремонта уже будем размещать молодежный центр «Патриот». Конечно, потребуется работа и с федеральными органами власти, потому что выделены соответствующие грантовые средства на создание этого центра. Проект надо будет переделывать. Так? Но, в принципе, это, я считаю, что вполне такие нормальные вопросы, которые мы сможем решить. Вот. Ну а удобство родителей, детей, в первую очередь, для меня оно первостепенно. И для того, чтобы город мог уже проводить соответствующий ремонт в этом здании, мне глава города говорил о том, что он готов проводить ремонт, но так как это собственность республики, ему этого не позволяют финансовые ограничения, то я принял решение, чтобы это здание полностью было все передано уже в городскую собственность, для того, чтобы город на самом деле мог обеспечить там нормальные, хорошие условия для того, чтобы там были размещены как раз такие объекты детского дополнительного образования. Я считаю, что вот конфликт здесь уже весь исчерпан, вот, решения все приняты, но сейчас осталось их только исполнить. И городским властям, и тем министерствам, ведомствам, которым тоже поручено реализовать. В заключение предлагаю поговорить про Арктику. В поселке Батагай начал свою работу еще один торгово-логистический центр. Как продвигается программа? Сколько еще предстоит построить? Вы знаете, это очень хорошая программа по строительству торгово-логистических центров. Я вижу, что в тех районах, где она уже реализована, у населения очень хорошие впечатления. Конечно, всегда есть вопросы, связанные с функционированием, но в общем весь такой, знаете, общий позитивный настрой в связи с появлением этих торгово-логистических центров, он очевиден. В Батагае, в Верхоянском улусе, мы открыли самый крупный на сегодня торгово-логистический центр общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Замечательное, хорошее здание двухэтажное. Будут там и дополнительные еще пространства для малого бизнеса района. Построен он с учетом как раз уже опыта ранее построенных 8 торгово-логистических центров с очень такими хорошими овощехранилищами, с холодильниками. И сейчас будут еще дополнительно потом обустраиваться те цеха, которые будут позволять производить шоковую заморозку для той продукции, которую
будут на месте уже принимать у населения, у производителей улуса для последующей поставки уже в том числе сюда, в город Якутск. Я считаю, что это очень правильно, это одна из главных задач торгово-логистических центров. Не только заниматься поставками туда социально значимых товаров по приемлемым ценам, а цены на самом деле там сегодня приемлемые, они не сильно отличаются от цен, которые в городе Якутске. Так, я специально ходил, там сравнивал цены. Вот. Но они должны также служить такими центрами, которые будут принимать на месте продукцию, те же дикоросу, ту же рыбу, для того, чтобы и у местного населения появился дополнительный источник дохода. Уверен, что в этом направлении работа будет организована. Вот сейчас у нас уже 9 торгово-логистических центров. В скором времени откроется он в Хану Момского улуса, 10-й. До конца года должны быть также построены и введены еще 3 логистических торговых центра в районах республики. И тогда у нас к концу года во всех 13 арктических районах такие торгово-логистические центры будут построены и введены. Конечно, хочу выразить благодарность здесь не только нашим министерствам, ведомствам, не только вот Арктической торгово-логистической компании нашей, бывшему Якутопторгу, но и, конечно же, Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации, которое тоже этот проект поддерживает, финансово решает большую часть сегодня уже вот тех затрат, которые мы несем в ходе строительства данных торгово-логистических центров. Это на самом деле очень хороший проект, который, еще раз говорю, реально повышает качество жизни людей, которые живут в крайне непростых условиях якутской Арктики. Это не может не радовать, Арсений Сергеевич. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. Это была программа «Якутия вперед». До встречи.